О перспективах развития социальной рекламы в республике говорили в Общественной палате Коми. За круглым столом собрались не только общественники, но и органы власти, представители и исследователи рекламного бизнеса, вузов. Сегодня по федеральному законодательству 5% рекламы должно быть на социальную тематику. В республике, как правило, такая реклама размещается в рамках договора, который заключается между Центром обеспечения деятельности Минцифры региона и распространителями рекламы. В прошлом году к нам обращалось 14 ведомств, и мы организовывали размещение социальной рекламы не только в Сыктывкаре, но и во всех городах Республики Коми. В этом году вот на сегодняшний день уже порядка 7 организаций к нам обратилось, и в январе, феврале и в марте уже идет размещение. Это не только спортивные мероприятия, это также антинаркотическое воспитание идет, размещение в рамках демографии, тоже это очень актуальная проблема. Но размещение социальной рекламы, к примеру, на билборде не бесплатное. Расходы на печать баннера, его монтаж и демонтаж должен нести заказчик. Но зачастую НКО средств для этого попросту нет. 5% нам готовы предоставить, но кто за это будет платить? Какая общественная организация и какие имеет ресурсы для того, чтобы предоставить материалы и разместить какую-то вот такую социальную рекламу, связанную с семьей, с детством, с пропагандой семейных, традиционных семейных ценностей. Впрочем, эту проблему можно решить, отмечают участники обсуждения. Например, можно привлечь спонсоров, участвовать в грантовых конкурсах. Кроме того, с этого года крупные российские интернет-площадки предоставляют возможность НКО размещать свою рекламу бесплатно. Есть еще творческая молодежь, которая всегда готова прийти на помощь в изготовлении социальной рекламы. Это когда создаются проектные команды под определенные тематики. И они уже, там, даже, может быть, независимо от конкурсов, они эту задачу выполняют. То есть, ну, допустим, возьмем там проблема безопасности детей. Да? Создается проектная команда из числа студентов, к ним прикрепляется опытный наставник, подыскиваются определенные там необходимые ресурсы, да? Они не столь значительны, да, чтобы этот вопрос не был там глобально нерешаем. И они создают уже в итоге качественный продукт, то, о чем он говорил. Да? И это как раз возможно решение для того, чтобы усиливать развитие социальной рекламы в республике. А еще можно проводить конкурсы на изготовление рекламы не только среди молодежи, но и детей. Например, совсем недавно подвели итоги творческого конкурса «Добрая реклама» на тему продвижения семейных ценностей. В ней принимали участие как молодежь, так и дети со всей республики. Собрали свыше 270 работ, видеоролики, поделки, рисунки, сочинения. Самые лучшие из них разместили в интернете. Организаторы уже совместно с СГУ намерены этот конкурс сделать ежегодным.